Дорогие якутяне старшего поколения, любимые наши мамы и папы, дедушки и бабушки, сегодня я обращаюсь к вам. Вы всегда были для нас примером ответственности и самодисциплины. За свою жизнь вы пережили немало трудностей и всегда преодолевали их с честью и достоинством, принимая верные и нужные решения. Сегодня наступил такой момент в нашей жизни, когда ответственность сегодня снова выходит на первый план. Коронавирус, который охватил весь мир, пришел и к нам в республику. Понимаю, что вы привыкли думать и заботиться в первую очередь не о себе, а о своих родных и близких. Но новый вирус представляет наибольшую угрозу для жизни и здоровья именно пожилых людей. Мы вас очень любим и уважаем, и мы должны сделать все, чтобы уберечь вас от опасности. В столице Республики Якутске живет треть всех якутян. Здесь большее движение, общение, сюда каждый день приезжают десятки людей, побывавших за границей. А значит, риск распространения вируса выше всего. Поэтому, чтобы уберечь вас, я принял непростое решение и надеюсь, что вы примете его с пониманием. С 25 марта жителям города Якутска с пригородами и поселка Жатай старше 65 лет надо соблюдать режим самоизоляции. Очень прошу вас в эти дни не выходить из дома без крайней необходимости и не пользоваться общественным транспортом. Лучше попросите сходить за продуктами или лекарствами своих родственников. При необходимости помогут и наши социальные службы или волонтеры. Выйти подышать свежим воздухом лучше рано утром, когда на улицах мало людей. Не нужно ходить в больницы и поликлиники. Если вы заболели, звоните на горячую линию или в свою поликлинику. Льготные рецепты вам выпишут дистанционно. Чтобы как-то компенсировать жителям Якутска и Жатая старше 65 лет неудобства, связанные с режимом самоизоляции, мы окажем им помощь по 2000 рублей в начале режима самоизоляции и еще по 2000 рублей, когда он закончится. Дорогие наши старшие товарищи, я уверен в вашей сознательности и ответственности. Обращаясь к более молодому поколению, проявите внимание и заботу к своим старшим, не подвергайте их риску. Молодые, здоровые люди, дети и подростки могут сами не болеть, но при этом быть переносчиками смертельно опасной для пожилых людей инфекции. Вместе мы должны защитить наших дорогих людей и сохранить их здоровье.